зрители, большая просьба во избежание неловких ситуаций отключите свои мобильные телефоны. Благодарим за понимание. Добрый вечер, уважаемые меломаны, уважаемые коллеги-музыканты. Сегодня лауреат премии правительства Удмуртской Республики, Государственный симфонический оркестр Удмуртской Республики открывает очередной концертный сезон в нашем обновленном зале. И мы приглашаем вас в прекрасный мир музыки Иоганнеса Брамса. Мир, который наполнен истинным благородством, возвышенным драматизмом, удивительно теплой лирикой и преклонением перед красотой природы, перед Всевышним и перед величием человеческого духа. Вот я, пожалуй, перечислил те основные моменты, которые характеризуют музыку этого великого композитора. Его историческая миссия заключается еще и в том, что Брамс смог в середине и в конце XIX века как бы примирить и синтезировать два момента, связанные с развитием европейской музыки того времени. С одной стороны, в музыке Брамса очень много строгой классичности, которая идет от Баха, от Моцарта, которая идет от традиции симфонизма Бетховена. С другой стороны, Брамс – это истинный австро-немецкий романтик, с метущейся душой, с глубоким психологизмом. И вот это удивительное сочетание строгости классических форм и наполнение их подлинно романтическим содержанием, пожалуй, тоже одна из основополагающих черт музыки этого великого композитора, который начал свою деятельность в Германии, но большую часть жизни прожил в Вене и стал неотъемлемой частью как немецкой, так и австрийской музыкальной культуры. А сейчас можно сказать и музыкальной культуры всего цивилизованного мира. И вот в первом отделении прозвучит его замечательная первая симфония. Вообще нужно сказать, что все 4 симфонии Брамса абсолютно равноценны по своим художественным качествам. И хочется немножко помечтать о том, чтобы в этом зале рано или поздно прозвучали все его 4 симфонии. Но сегодня наш разговор о первой симфонии. У нее очень интересная история создания. Брамс был уже довольно зрелым
и известным композитором, ему было 43 года. Вот Брамсу постоянно говорили его приятели: когда же ты с твоим, так сказать, симфоническим мышлением напишешь настоящую симфонию? Почему у тебя то есть другое, третья симфонии нет? Брамс всегда отвечал несколько загадочно: трудно писать симфонию, когда ты слышишь за собой шаги гиганта. Ну, вы, наверное, догадываетесь, что он имел в виду Людвига ван Бетховена. Тем не менее, оказывается, в течение 15 лет он постепенно шлифовал свое первое крупное симфоническое детище. И только через 15 лет после первых набросков, это произошло в 1876 году, когда Брамсу, как я уже сказал, было 43 года, он написал, окончательно закончил работу над этим произведением. То есть произведение действительно оказалось выстраданным в самом прямом смысле этого слова. Ну а потом, как-то уже без особых комплексов, Брамс довольно регулярно в течение нескольких десятилетий создавал свои остальные 3 замечательные симфонии. И когда это произведение было исполнено, один из его ближайших друзей, замечательный дирижер и пианист Ганс фон Бюлов, сказал фразу, которую теперь постоянно повторяют, когда об этой симфонии говорят. Это 10-я симфония Бетховена. Ну, в какой-то степени Бюлов, наверное, был прав. Естественно, речь не идет о стилизации, а речь идет о художественном уровне и о размахе этого произведения. Действительно, его вполне можно поставить в один ряд с симфониями Бетховена. Тем более, что несмотря на то, что произведение очень самобытно, конечно, связь с бетховенским тематизмом и симфонизмом там ощущается очень ярко. Итак, Брамс использует классический 4-частный цикл. Давайте немножко пройдемся по частям этой симфонии, чтобы чуть-чуть направить наше восприятие. Эта симфония начинается крайне необычно. Пожалуй, это уникальный случай, когда крупное симфоническое произведение начинается сразу с мощной кульминацией. На нас сразу обрушивается шквал драматических звуков. И вся первая часть представляет собой музыку, наполненную колоссальной душевной тревогой, смятением духа. И в то же время, как это ни парадоксально, в этой музыке постоянно ощущается желание обуздать это душевное смятение, вогнать его в строгие рамки. Но пока это не получается. Перед нами как бы душа человека, который пережил колоссальную трагедию, который постоянно находится в состоянии вот этого драматического стресса, пытается справиться с ним, и в то же время постоянно попадает все в новые и новые бури своего драматического состояния. Может быть, в какой-то степени в этой музыке есть что-то гамлетовское, а может быть, вспоминается знаменитый афоризм великого романтика Генриха Гейне: «Мир раскололся, а трещина прошла через сердце поэта». Во второй части и в третьей части есть как бы попытка оглянуться вокруг, выйти за пределы своих субъективных чувствований и найти успокоение в окружающем мире. Вторая часть – это изумительный совершенно симфонический ноктюрн, который пронизан восхищением перед величием природы. В третьей части, как это часто бывает у Брамса, музыка наполнена отголосками венской бытовой музыки, народных наигрышей, а в середине возникает уже нечто величественное и ликующее, которое предвосхищает дальнейшее развитие музыки. И еще один необычный момент, пожалуй, главная сердцевина драматургии этого произведения отнесена в 4-ю часть, финал. Финал – наиболее развернутая часть этой симфонии, и в финале, после этих достаточно идиллических картин, мы вновь попадаем в водоворот драматических событий в начале. Как бы ни природа, ни соприкосновение с народным бытом пока не дают человеку успокоения. Музыка сметена, и музыка напоминает первую часть. Но тут раздается своеобразный такой многозначительный призыв, фанфара. Кстати сказать, это подлинный напев альпийского пастуха, который Брамс записал, отдыхая в горах. Затем звучит величественный хорал, и музыка как бы направляет нашего героя в нужное русло. Звучит изумительная по красоте величественная песня, на которую даже, наверное, можно положить какие-то слова. Эта музыка очень напоминает тему
оды к радости Бетховена из 9-й симфонии. Причем Брамс это сделал совершенно сознательно. Если я позволю немножко отступить от серьезного тона и рассказать вам такую историю. После премьеры этой симфонии к Брамсу подошел такой хлыщ светский, сноб, и сделал ему замечание. Господин Брамс, у вас будет в финале тема очень похожа на тему радости 9-й симфонии Бетховена. А Брамс за словом не лез и был, когда ему нужно, человеком резким. Брамс сказал: да, это так. Но еще более удивительно, что каждый осел это слышит. Вот. То есть он это сделал совершенно сознательно. То есть выход из драматических коллизий связан и с проникновением в душу родной природы, в душу родного народа. И вот этот хорал как бы знаменует собой освобождение человека от его субъективных ощущений и от радости ощущать себя частью своего народа, своей природы. Но эта констатация еще не является окончательной. В музыке финала время от времени вспыхивают воспоминания о коллизиях первой части. Надо еще пройти какой-то путь, чтобы окончательно утвердиться в этом философском оптимизме. И, конечно же, герой, пройдя все эти этапы, утверждается в этом оптимизме, симфония заканчивается ликующе и торжественно. Вы знаете, в какой-то степени концепция этой симфонии напоминает концепцию 4-й симфонии Петра Ильича Чайковского, которая была написана примерно так же. От субъективных сметенных эмоций первой части, через проникновение, так сказать, в душу природы и народа, наконец-то, так сказать, все сливается в праздничном ликовании. Вот интересно, как определенные идеи музыки витали, так сказать, в воздухе и вдохновляли композиторов самых разных стран, даже противоположных по своему стилю. Итак, для вас звучит первая симфония до минор Иоганнеса Брамса в 4 частях. На сцене, как я уже сказал, лауреат премии правительства Удмуртской Республики, Государственный симфонический оркестр Удмуртской Республики, за дирижерским пультом его художественный руководитель и главный дирижер Андрей Гордеев.
вот такой грандиозный музыкальный роман. Перед тем, как объявить антракт, я хочу сделать объявление. 12 ноября в концертном зале «Аксион» состоится очередной концерт нашего оркестра вот, с очень интересной программой. В концерте прозвучит 4-я симфония Петра Ильича Чайковского и в один вечер 2 замечательных фортепианных концерта Мариса Равеля. Солист, лауреат международных конкурсов, солист Московской филармонии Филипп Копачевский, дирижер Николай Роботнев. Ну а сейчас я объявляю антракт 15 минут.
зрители, большая просьба во избежание неловких ситуаций отключите свои мобильные телефоны. Благодарим за понимание. Перед началом второго отделения хочется несколько слов сказать о Брамсе как о человеке и художнике. Нужно сказать, что Йоганнес Брамс принадлежал к тем деятелям культуры, который в сущности сделал себя сам. Ведь он родился в бедном квартале портового Гамбурга, в семье скромного контрабасиста, который в основном играл в ресторанах и в других злачных местах этого портового города. И юноша, подросток, это ремесло уже, так сказать, начал с молодых лет. Он тоже помогал отцу, тоже играл в прокуренных кабаках, и, в общем-то, жизнь у него могла бы повернуться совершенно по-другому. Но Брамс с детства обладал жаждой к совершенствованию и к самообразованию. Он сам говорил о том, что, играя механические танцы в этих самых злачных местах, он на пюпитр ставил или Гёте, или Шиллера и жадно поглощал немецкую классику. А также ему удалось найти в Гамбурге очень хорошего преподавателя музыки, которому он впоследствии посвятил свой гениальный второй фортепианный концерт. И вот когда он почувствовал, что надо как-то выбираться из этого, так сказать, положения, он рискнул встретиться с великим Робертом Шуманом, который был для него вдалеке вот таким вот идеалом. Шуман к тому времени уже находился на закате, и буквально через 2 года после встречи с Брамсом умер от неизлечимой душевной болезни. И Брамс оказался последним лучом света в его угасающей жизни. Когда юноша сыграл ему свои произведения, Шуман был в восторге, он увидел своего преемника и написал свою последнюю критическую статью, в которой были такие строки. Статья, кстати, называлась «Новые пути». И я думал, что должен появиться кто-то один, призванный в идеальной форме выразить наивысшее чаяние своего времени. И он пришел, цветущий юноша, чью колыбель охраняли грации и герои. Имя ему Йоганнес Брамс, родом он из Гамбурга, где он творил в безвестной тиши. Пусть же высший гений дарует ему силы для свершения того, что уже можно предвидеть. Собратья по искусству приветствуют его первый выход в свет, где его, быть может, и ожидают раны, но также и лавры, и пальмовые ветви. Мы же приветствуем в нем сильного борца. Вот после этого карьера Брамса постепенно начинала набирать обороты. Он до конца своей жизни продолжал совершенствоваться, очень был самокритичен к себе, помнил наставления своего великого предшественника и действительно воплотил чаяние Шумана, который в конце своей жизни также пришел к мысли о том, что будущее европейской музыки в органичном синтезе, о чем я уже сегодня говорил,
глубоких классических традиций, идущих от Средневековья, Баха, Венской классической школы, вот в тесной связи с романтическим мироощущением, с тем новым, что принес в культуру XIX век. И вот это мы с вами вновь сможем сегодня ощутить, послушав трагическую увертюру Брамса, которая открывается второе отделение. Это произведение уже написано зрелым композитором в 1881 году, и первоначально оно предназначалось для своеобразной увертюры перед постановкой Фауста Йоде в Венском бургтеатре. Но это не случилось, увертюра приобрела чисто самостоятельное значение, и мне кажется, что в этой музыке ощущается не только, может быть, даже и не столько дух фаустианства, сколько трагическая увертюра представляет собой такое романтическое переосмысление высоких традиций античного театра. Я вот когда слушаю музыку, всегда представляю себе прежде всего что-то из Софокла или Эврипида, что-то такое, что делает эту музыку действительно не только глубоко драматичной, но и возвышенной и величественной. Вот что-то такое античное, высокое мы ощущаем в каждом такте этого замечательного произведения. Итак, мы открываем второе отделение, и для вас звучит трагическая увертюра Иоганнеса Брамса. На сцене лауреат премии правительства Удмуртской Республики, Государственный симфонический оркестр Удмуртской Республики, за дирижерским пультом его главный дирижер и художественный руководитель Андрей Гордеев.
не нужно думать, что Брамс был эдаким суровым небожителем, находящийся постоянно на каких-то горних вершинах. Это был очень сложный, интересный и разнообразный человек. Надо сказать, что ничего человеческого ему не было чуждо. Вот. Он любил хорошую компанию искренних друзей, любил хорошо покушать, в меру выпить. Вот. И среди его друзей было очень много людей, которые, может быть, никак не были связаны с музыкой. Это были и юристы, это были и врачи. Ну а среди музыкантов одним из самых его закадычных друзей, между прочим, был король венского вальса Иоганн Штраус, с которым Брамса сохраняли дружеские отношения вплоть до кончины композитора. Причем есть такая интересная история. Как-то раз одна дама все приставала к Брамсу по поводу того, чтобы он ей дал автограф. Брамс наконец согласился, написал несколько тактов, дама прочитала следующее. Во-первых, это были такты из вальса Штрауса «На прекрасном голубом Дунае». А внизу было написано: «К сожалению, музыка не моя, Иоганн из Брамса». Вот так. И вообще, надо сказать, что Брамс был человеком очень острым на язык. Я уже сегодня в первом отделении вам кое-что приводил, и про него существует немало всяких забавных баек. В общем, интересный был человек и очень разнообразный. Вот. Ну и вот, кстати сказать, это такой своеобразный переход и к следующему номеру нашего концерта. Дело в том, что когда Брамс еще был совсем молодым и не очень известным, он познакомился с венгерским скрипачом Эде Ремени. Это тоже был весьма авантюрная личность, долго можно о ней рассказывать, просто времени у нас такого нет. Но тем не менее, этот Ремени говорил Брамсу: а что, если нам с тобой не попутешествовать по провинции Германии, не поиграть в маленьких городках, может, что-то заработаем и так далее, и так далее. И вот началось путешествие двух молодых людей, причем часто, говорит, мы экономили и шли пешком от одного населенного центра пункта к другому. Иногда участвовали в простородных развлечениях, в праздниках, в пирушках, играли не только классику, но и Ремени замечательно импровизировал на темы венгерских и цыганских народных мелодий. Ну а Брамс тут же подхватывал эту импровизацию, и получалось очень даже здорово. Потом уже, когда они расстались, когда Брамс стал маститым композитором, видимо, вспомнилось ему что-то из времен его юности, и он решил: а если мне некоторые из мелодий, которые мы тогда исполняли, которые отчасти принадлежали самому Ремени, отчасти были фольклорными, но как-то музыкальную жизнь вести. А в те времена очень популярным был жанр игры в 4 руки. Тогда ведь не было ни смартфонов, ни магнитофонов, в общем, никаких гаджетов не было. Хочешь музыку играть, играй сам и научи другого. И вот игра в 4 руки была в домах очень популярна. Вот Брамс и написал несколько тетрадей венгерских танцев для фортепиано в 4 руки. Они имели невероятный успех и служили до конца жизни Брамса, пожалуй, чуть не основным фактором его денежного дохода, потому что они расходились, как сейчас модно говорить, как горячие пирожки. Ну а потом эти танцы стали постепенно звучать и в различных переложениях. Их играли, на чем только их не играли, и на скрипке, и на других инструментах, и наконец появились оркестровые версии. Сам Брамс оркестровал только 3 своих танца. Мы знаем в основном оркестровые версии в оркестровках разных авторов, в том числе и одного из ближайших друзей Брамса, великого чешского композитора Антонина Дворжака. Вот так венгерские танцы Брамса, как воспоминание о его, так сказать, довольно бесшабашной юности, вот, оказались настоящими музыкальными хитами и до сих пор радуют нас. Вообще нужно сказать, что у Брамса было особенное трепетное отношение к фольклору, не только к венгерскому, но ведь вы знаете, что он жил в Вене, это была столица Австро-Венгрии, но и к немецкому. Он сделал массу замечательных обработок немецких народных песен и в старости сказал, что это едва ли не мое самое лучшее произведение. В общем, человек, действительно вышедший из народной глубины, до конца своей жизни был верен великому народному искусству. И эта верность, эта любовь, конечно, ощущается в его замечательных венгерских танцах, которые дарят радость людям уже много-много-много десятилетий. И я думаю, подарят эту радость и вам сегодня на нашем концерте. Для вас звучит своеобразная сюита. 6 венгерских танцев Брамса. За дирижерским пультом Андрей Гордеев.
Дорогие наши слушатели, благодарим вас за теплый прием. Надеемся, что встреча с музыкой Брамса принесла вам истинное наслаждение. Ждем вас на следующих концертах. Желаем вам ярких музыкальных впечатлений. До новых встреч!